Мы находимся в музее школы номер 26. Здесь буквально все пропитано учебным процессом и самой историей. Один из выпускников этой школы Александр Подголов. Наверное, один из самых знаменитых жителей Республики Саха-Якутия, депутат, министр, основатель АСП «Подросток», чему очень благодарны все дети 90-х годов, в том числе и я. Александр Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну давайте начнем с первого вопроса. Каким ребенком были вы? Надо сразу сказать, что до класса 7 я был гордой семьей школы. На самом деле я был очень скромным, очень стеснительным. Надо сказать, что у меня было 3 старших сестры. И понимаете, что с меня пыль сдували, мной занимались, меня таскали во все кружки, которые были в городе Якутске, и я прошел все. Но вот в 7 классе произошел такой интересный случай, после чего я, так сказать, маленько изменил свое поведение, да? Вы, наверное, помните, в 70-е годы у нас была мода носить вот такие длинные волосы, за что, естественно, нас осуждали учителя и педагогический коллектив, в смысле, да, родители, ну и другие патриоты нашей страны, которые считали, что мы похожи на панков, там, на различных хиппи, и что это, в общем-то, влияние Запада тлетворное, да. И вот у нас, значит, проходил вот такой типа семинар, где нас наши комсомольские активисты, пионеры, активисты, ругали, да. А я сидел на первой партии и посмотрел над доской, а там висит портрет Карла Маркса. И я решил сострить. Поднял руку и говорю: а кто вам сказал, что я там хочу быть похожим на каких-то там хиппи? Я говорю: хочу быть похожим на Карла Маркса. Вот поэтому, говорю, ношу длинные волосы. Только, говорю, борода не растет. И услышал звенящую тишину. И я понял, что-то я не то сказал. Ну, мне кажется, хорошая аналогия. Нет, это сейчас смешно, а тогда это правда. Мне потом еще отец сказал: что у тебя не держится-то вода в заднем месте и прочее. И меня поставили на учет по делам несовершеннолетних. Меня стали проверять дома, нахожусь ли я или нет. При этом я, на самом деле, я же не гулял нигде. Я, в общем-то, был такой спортивный мальчик, хорошо учился. А тут меня приходят и проверяют, что я делаю. Ну и тут противоречивый характер любого подростка. Ну, что меня зря обвиняют, да? То я начал покуривать, и другие вещи. Вот так вот в 7-м закончил 7-ю школу, а потом я перешел вот в школу номер 26, где я учился по всей 9-10 класс. Хочется сразу сказать, что мы с ребятами встречаемся до сих пор. 20-30 лет по окончанию школы мы уже встречались. На самом деле я учился хорошо, но у меня, я был такой непоседа, или как это можно сказать, вот такой, знаете, вот чересчур активный, чересчур говорливый. И у меня вот все время что-то было не то с поведением. Да, хотя я и Дед Морозом был там главным постоянно. И я принимал участие во всех, какие мероприятия в школе проводились. Я был очень активным. Но во время уроков и перемен, у меня моя энергия постоянно что-то меня прям не давало спокойно себя вести. Поэтому про меня можно сказать такой: я был положительный хулиган. Я не был тот, который... Но стоял на учете по делам несовершеннолетних, никуда не денешься. И эта вот история, она очень интересная, с этим связана. Потом, работая в комсомоле, я был в комиссии по делам несовершеннолетних, да, от комсомола. И постоянно защищал подростков. Когда там на кого-то наезжали, там еще чего-то. И в комиссии был такой Анатолий Антонович Дзивицкий, замминистра будущий. Он пошел, поднял какие-то, видать, архивы, и на одной из комиссий говорит: а я, говорит, знаю, почему Подголов защищает всех тут подростков, которых... Он, говорит, сам состоял на учете по делам несовершеннолетних. Поэтому ребята, которые состоят на учете по делам несовершеннолетних, поверьте мне, это не так уж и сильно влияет на будущую биографию, и на будущую карьеру или на будущую жизнь человека. Поэтому ничего страшного, если вы состоите на учете. Комсомол меня очень долго не принимали в связи с моей такой непонятной активностью, потому что я шалил, хулиганил, но при этом у меня все эти мои шалости и прочее, они были по большому счету добрые.
И вплоть до 10 класса меня не принимали. Но благодаря 3 учительницам, Елене Ивановне Михайловой, Раисе Дмитриевне и Надежде Александровне. Раиса Дмитриевна – это учитель литературы, и Надежда Александровна – учительница физкультуры. Это 3 молодые учительницы по тем временам. Они мне дали эти 3 учительницы, они мне дали рекомендации в комсомол. И только после этого меня приняли в комсомол. Я до сих пор помню, 23 февраля 1979 году. Вот здесь, если говорить про 7-ю школу, то там мне повезло, конечно. У нас там была очень хорошая учительница Анфиса Львовна Бочкарева. И мне очень нравилась математика. И я участвовал постоянно в олимпиадах и даже в республиканских. Ну, в 26-й школе что-то как-то маленько у меня это пропало. Но здесь я должен благодарен быть вот как раз Елене Ивановне Михайловой. Она нам здорово преподавала историю. И Раисе Дмитриевне литературу. Вы знаете, мы научились ценить литературу, мы научились разбираться в литературе, мы научились читать. Вот читать именно не что попало, а читать хорошую литературу. Поэтому я вообще очень благодарен. А почему я потом поступил в технические? Просто у нас тогда была мода, что если парень, то должен технический вуз. Если взять мое поколение, то вы очень с трудом найдете гуманитарии мужчин, учителя литературы, истории и других, да? Это в основном женщины. Финансовый блок берите, одни женщины. Мужчины все поступали какие-то технические. Поэтому я сперва поступил в промышленно-гражданское строительство в университет наш. Ну, меня выгнали. Другая история. А после армии я поступил в техникум связи. Хотя потом я понял, что я неправильно выбрал профессию. Хотя мне в школе, и вот 26-й и 7-й мне говорили, иди учись на педагога, как бы, что у тебя очень хорошо получается с детьми. Но я это понял, когда уже стал очень взрослым человеком. Ну, главное, что я все равно к этому пришел. Расскажите какую-нибудь историю, связанную со школьными годами. У нас школа была такая, одна из, скажем так, неблагополучных. Тогда лучшая школа была там 8-я, 29-я, 23-я, а 26-я школа, что-то как-то мы на задворках были. И вот наш новый директор, я не помню, ее Тамара какая-то, вот не помню, прошу прощения, у нее, не могу ее вспомнить. И помню, что звали Тамарой. И она решила заставить нас, как, по-моему, в 29-й школе, чтобы все мальчики ходили в галстуках. Пионерский? Нет, уже 9-10 классы именно ходили в галстуках. Вот. Ну, и она построила и сказала, что с завтрашнего дня в костюмы, у нас уже тогда была школьная форма, темно-синяя, пиджаки и галстуки. Ну, я спросил, говорю, а можно я приду в бабочки? Она говорит, можно, Подголов, можно. И я всю ночь не спал, я сшил себе вот такую бабочку. Угу. Естественно, когда все пришли, этих галстук, я разделся в раздевалке, я одел бабочку. Естественно, вся школа перестала учиться, все смотрели, в какой бабочке пришел Подголов. Да, но при этом директору-то сказать было нечего. Ну, она же разрешила, притом она эту бабочку разрешила при всех, а размеры не оговаривались. Да, вот, и на этом сыграл. И что я могу сказать? Мы победили, у нас так бабочки и галстуки никто так и не носил в школе. Не, ну мне вообще трудно сейчас говорить, да, за нынешних школьников. Я одно могу сказать, они, наверное, все-таки сейчас более мобильнее. Они сейчас более коммуникабельны. Они сейчас более быстрее думают, я бы сказал, быстрее принимают решения. Я не знаю, хорошо это или плохо. Это разные вещи. Когда говорят, молодежь не та, молодежь у нас плохая, на самом деле, конечно, это ерунда, потому что все мы вначале хулиганим, либералы все там и прочее. С годами при опыте набираемся соответствующего опыта и знаний, и потом уже, соответственно, пересматриваем все свои позиции. Поэтому разница есть, но принципиальных таких разницы нет. Вот в детстве.
Меня сюда пригласили. После того я уже отработал в комсомоле, я работал инженером радиотехники в Тулагино, глушил вражеские голоса, «Голос Америки» и другие. А потом я создал ассоциацию «Подросток» вместе с Алексеем Скобелевым и Леонидом Ильичем Левиным. Сюда вот я попал, в это здание, когда я был секретарем СПТУ-16. И после этого меня сюда пригласили, и я стал заведующим орготдела горкома комсомола. И мой кабинет был здесь, 210-й кабинет. А потом комсомол стал потихоньку утихать, и мы тогда решили и поняли, что надо что-то придумать, что-то сделать, коль комсомол уходит в лето. И тогда мы создали и придумали ассоциацию «Подросток». И в течение 2 лет мы находились здесь 2 года. Здесь было большое количество детей. Каждый четверг мы раздавали здесь газеты. Весь город Якутск был заполонен детьми с газетами, продавали, дети зарабатывали деньги. И Павел Павлович Бородин, бывали времена, когда он у меня занимал деньги, чтобы заплатить администрации зарплату. Ну, а потом администрация все-таки говорит, что надо было куда-то переехать, потому что слишком много детей. Тут просто по четвергам газета «Молодежь Якутии» Тамара Сергеевна. А кроме этого мы еще и стали другие газеты, всякие фантастики, детективы продавать. И поэтому нас попросили переехать, и мы были на Лермонтова, 40. Сейчас там деревянный дом был, а сейчас там рядом с медучилищем жилой дом, сквер какой-то есть. Потом я сюда уже попал, когда избрали мэром Спартака Борисова. И вот тогда меня Спартак Степанович пригласил сюда начальником управления молодежи. Вот по этому первому этажу, когда я пришел, у нас было 2 кабинета. Когда я уходил, пол-этажа занимало управление молодежи, по делам молодежи, спорта и туризма. Кстати, будущий мэр Сардана Владимировна у меня была работником здесь, в комиссии по делам несовершеннолетних. А вот здесь я был до 98-го года. Очень часто, и мне это очень приятно, иногда со мной здороваются люди, мужчины или женщины, и я здороваюсь, а понять не могу, кто это. И когда у нас завязывается беседа, оказывается, это какой-нибудь Петя, какая-нибудь Маша, которые были в подростке, которым я кому-то помог, кого-то спас от тюрьмы, кого-то в свое время накормил, кого-то устроил на работу, кого-то просто дал ночлег. И они, когда мне начинают рассказывать, я многих уже не могу вспомнить. Но, с другой стороны, мне приятно это слышать, что эти ребята нашли себя в жизни, и что вот это, пусть какой-то небольшой толчок, небольшое направление, я им помог. Поэтому узнают меня часто. А раньше, когда я даже ездил на такси, очень много ребят встречалось, которые меня подвозили до дома и не брали с меня денег. А еще несколько раз было так, что я приходил, когда я курил, приходил за сигаретами, а у меня за сигареты девушки не брали, например, деньги. Я говорю, что, почему? Она говорит, а вот я маленькая мама, а у нас же главное было, чтобы они не бросали детей. И она говорит, вы нам так помогли, можно я хотя бы вам отблагодарю вас этой пачкой сигарет? Дело же не в тех 100 или 50 рублей, но мне было все-таки приятно. Так что узнают много. И это очень уже большие взрослые люди. Им уже очень многим за 40. Работа в Илтумыни, особенно во 2-м созыве, она была очень интересной. Но я, наверное, остановлюсь так на небольших. Во-первых, когда шел депутаты 2-го созыва, я сразу же пообещал избирателям, что главная моя задача – это принять закон о молодежной политике. В это же время вместе со мной стал еще и депутатом Максим Местников. И вот мы с Максимом Местниковым, и тогда была замминистра Ольга Балабкина, сейчас зампред, мы серьезно занялись этим вопросом, и к концу 1998 года мы приняли закон о молодежной политике. Это был один из первых законов Российской Федерации. Кстати, Российской Федерации закон вообще принят, по-моему, год или 2 назад только, российский, а у нас уже был в 1998 году, который на самом деле узаконил вообще существование института как такового, Министерства по молодежной политике. Между вот этими 2 созывами я успел создать телефон доверия. Я был директором муниципального учреждения. Мы были единственным
субъектом, у которого не было телефона доверия. И еще я успел быть директором школы номер 12 в селе Пригородном. Мне это очень нравилось. Ну, а потом я опять стал депутатом, и тоже мы принимали большое количество законов, но мне хочется остановиться на таком, как закон о кочевой семье. Я проехал, я был у Долган, я был у Чукчи, я был у Венков, я был у Венов. Я на все это посмотрел, я все это через себя пропустил, потому что сперва, когда ко мне обратились к этому закону, я вообще очень скептически отнесся. Я говорю, ну давайте еще о цыганской семье, еще какой-нибудь. Ну, очень скептически относился к этому закону, но потом я понял, что это просто необходимо сделать, потому что на самом деле эти малочисленные коренные народы, по большому счету, они хотят сохранить свою идентичность, они хотят сохранить свою культуру, они хотят сохранить свои традиции, они хотят вообще жить так, как они жили раньше. И поэтому этот закон он был просто необходим. Я тут даже пошел против меня, помню, Егор Афанасьевич Борисов, председатель правительства, попросил отклонить, как бы не рассматривать, но я сказал, Егор Афанасьевич, извините, все-таки мы его вынесем, и мы его приняли. После того, несмотря на то, что я пошел против Егора Афанасьевича тогда, он все-таки меня потом через год пригласил в правительство, и я стал министром по молодежной политике и спорта. Вот тут что можно сказать? Пока я был министром 2 года, но получилось, что сперва было Министерство спорта и Министерство молодежной политики. Его объединили в одно министерство. Потом это министерство взяли и опять разделили и создали Министерство по молодежной и семейной политике. Поэтому мы постоянно в этом министерстве работали с колес. Там тоже можно говорить о многих вещах, которые мы сделали. Но одно из главных это, я думаю, что это был форум молодежный Саха-Селигер. И вот то, что сейчас проводит Мусустар, они все равно вернулись практически к той форме, которую мы проводили в 2011 году. Вот если кратко, так сказать, об этой государственной работе. Как я уже там, когда мы были в администрации города Якутска, так мельком задел, на самом деле, конечно, была просто необходимость. Мы тогда понимали, что, к сожалению, Советский Союз разваливается, распадается, и новой молодежной общественной организации, которая бы занималась детьми, ее нету. Потому что школа вдруг стала отказываться от главного, то, что было в советское время, от воспитания, да? Ну, досугом перестали заниматься в школе. Конечно, это была большая ошибка. И поэтому мы тогда вот со своими друзьями, единомышленниками и задумали, что надо что-то новое придумывать. И поэтому вот придумали тогда ассоциацию подростков. Одно из главных было направлений – это трудоустройство несовершеннолетних. Потому что мы понимали, что дети хотят зарабатывать деньги. Потому что об этом все говорят, а просто так работать уже дети не хотели. Уже шло то время об этом, прям с экранов везде шло. И поэтому мы создали при ассоциации подросток подростковая биржа труда. Но кроме этого, мы и понимали, что очень много детей, которым просто необходима социальная помощь. Мы создали приют, первый в Советском Союзе. Мы пытались сделать, 3 года у нас существовал телефон доверия, куда дети звонили, говорили о своих бедах. Конечно, он, к сожалению, мы не смогли его долго содержать и выполнять те функции, которые он сейчас выполняет, потому что сейчас там работают уже профессионалы. А тогда мы просто делали первые шаги, мы на самом деле даже не знали, как это делается. Мы очень много ошибок, мне кажется, совершали, но у нас было желание. Но я единственное могу сказать, да, Николай, что мы многие вещи делали не благодаря, а вопреки. Потому что на самом деле многие наши начинания, которые тогда делал подросток, оно совершенно не поддерживалось государством. Нас кто-то, 1 или 2 человека брали на себя какую-то ответственность и как-то нам чуть-чуть помогали. И поэтому, когда мы сейчас очень часто с 18 сентября, день рождения подростка, собираемся, мы вспоминаем. Я думаю, что вот это, как сейчас время, да, было окно возможностей открылось, но
И мы предлагали новые идеи, много каких-то решений. К сожалению, их не все поддержали. И вот сейчас у нас ситуация такая же, да? Мне бы хотелось, что сейчас новые идеи будут, вот ваши ровесники, ну, может быть, и мои тоже какие-то дадут новые идеи, чтобы их поддержали, чтобы им дали развитие. Потому что на самом деле очень много начинаний, не только которые подросток предлагал, а очень много других. Их не поддержали, их просто загнобили, их просто уничтожили в 90-е годы. Мы же просто отказались сами что-то производить, сами что-то делать. Мы просто взяли и превратились в общество потребления, купил-продал, купил-продал. И перестали сами что-то делать. Именно подросток, вот тогда была одна из немногих организаций, которая пыталась что-то делать сама. Потому что нас уже приглашали и в Америку, и в Канаду. Я вот стал вот там, вот здесь вот, что я там и почетный гражданин, и профессор. Именно за то, социальные инициативы и те социальные программы, которые мы делали в городе Якутске. Например, я помню, что в Чикаго поехал Владимир Нерчу, тогда исполнительный директор, и Наталья Богданова. И когда они там стали рассказывать в Чикаго, что они делают, там в Чикаго удивились. Я говорю, а вы что к нам приехали-то? Это мы к вам должны ездить. Это мы должны у вас учиться. Потому что очень многие программы, которые мы делали здесь, в Америке до сих пор не сделали. И, кстати, мы же подарили им большое количество программ, которые в подростке. И если бы нас поддерживали вовремя, я думаю, что многие социальные проекты, они бы получили большее развитие и больше пользы. Ну, это мое, может быть, я уже начинаю гундеть по старости. Но, мне кажется, мы все равно сделали многое для города и для республики. И очень много, вот уже говорил, что вот много ребят, и много родителей, которые благодарят, и многие, которые вспоминают. Ведь мы же не только там хулиганы. У нас же нормальные пацаны здесь тусовались. Кстати, Коля, ты, да? Рок-клуб у нас здесь был, панк-клуб был, рэп-клуб был, диско-клуб был. Чего у нас тут только не было до 2015 года. Вот вспомните, вообще все тусовались здесь, и все это здесь проходило. У меня в жизни вообще с детства, я не могу идти вот так вот просто, да, я вот так вот иду всегда. С подъемами, с падениями постоянно. Видать, в силу своего характера, может быть, чрезмерную свою эмоциональность, может быть, в связи со своим ростом. Вот, знаешь, Николай, я иногда думаю, сейчас зайду, тихо сяду, чтобы меня никто не заметил и никто меня ничего ни о чем не спрашивал. Никогда этого не получается. Прихожу, тихо сажусь в уголок, все равно бац, кто-нибудь спрашивает, а что по этому поводу скажет Подголов? Ну вот, господи, думаешь, вот. Поэтому так или иначе очень много сложностей, очень и искусственные какие-то были проблемы. Но тут мне хотелось бы сейчас в 60 лет все-таки остановиться. Все равно, о каких бы я ошибках не рассказывал, человек все равно будет их совершать. И все равно, пока сам на своей шкуре не исправит, бесполезно учить. Мне бы хотелось остановиться на таких, как алкоголь и курение. Вот я, например, в 99 году понял, что надо выбрать. Или пить, или завязать с этим делом. Потому что я, честно могу сказать, что я такой человек, который не может чуть-чуть выпить. Я если пью, то прям я пью, да. И в 99 году я бросил пить. Иногда многие не верят. Говорят, да Подголов же пьет. Как он такой веселый-то сидит за столом? Что это он? Разве можно трезвому веселиться? Вот люди не понимают, что можно отдыхать и спокойно поддерживать компанию в трезвом состоянии. Ну, а другое это, вот в 2016 году я думал, что я вообще никогда не брошу. Я всегда думал, что вот курить-то я точно буду тут до конца жизни. Но постепенно я подходил к тому, что курение мне ничего не помогает. Мне и дышать тяжело, и обоняния нету, и вообще какие-то там у меня осложнения какие-то нехорошие вообще просто. И в 2016 году я бросил курить. После операции, помню, отошел от наркоза, у меня аппендицит какой-то тяжелый был, лежу и думаю, ну вот же не курю, может и не буду больше. Ну вот и уже 6 лет не курю. Поэтому молодежь, которая будет смотреть, вот бестолково курение, бестолковая, ненужная привычка. И сейчас это еще и накладно, а самое главное, что
Потом к 60 годам тебе там говорят, что у тебя уже легкие, черные, там еще что-то. И никаких таких уж прям воспоминаний от курения нету. Поэтому от этой дурной привычки надо отказываться. У нас с женой уже 38 лет будет в этом году, как мы женаты. А познакомились мы с ней в техникуме связи 10 ноября. В этот день, день милиции. А кроме этого, в этот день еще в 1982 году умер Леонид Ильич Брежнев. И в этот же день я познакомился со своей женой Ларисой. И я ей сразу хочу сказать, вот я уже неоднократно об этом говорил, но еще раз скажу, что я ей сразу предложил выйти за меня замуж. И дал ей 3 дня. Ну, она, правда, через 3 дня не ответила, а вышла за меня замуж через 1,5 года. В 1984 году, 2 июня мы женились. Ну, и она взяла на себя ношу такую, потому что я оказался как бы не только то, что я там молодой и красивый, и обаятельный, да. Дело в том, что у меня племянница, которую я воспитываю с 2 лет, это дочь сестры, которая пропала без вести. Поэтому я как бы отец-одиночка был уже. И поэтому Лариса, когда вышла за меня замуж, вот у нас уже была девочка Света, которая сейчас уже 40 с лишним лет. Вот, и мы ее воспитывали, сейчас тоже это молодая красивая женщина. Ну и после этого у меня еще родилось 2 сына, Григорий и Дмитрий. И сейчас у меня еще есть радость. Вот видите же, там у меня фотография, да? Это вот жена и внучка. Вот. Ну и, конечно же, я без своей жены и своей семьи, они меня всегда во всем поддерживали. Там же были случаи, когда я же очень много детей, всяких бродяжек, еще из интерната, и кого я домой приводил. Вот некуда было. И ни приюта, там еще чего-то, я приводил домой. У нас очень много жили детей дома. И в этом плане мои дети с ними общались, дружили. И жена все это терпела и всегда меня поддерживала. Ну а сейчас, в данный момент, она вообще является исполнительным директором подростка. Поэтому семья меня поддерживает. Все хорошо. Александр Григорьевич, вы видели несколько, наверное, довольно-таки больших мировых событий. Да? Это развал Советского Союза, что вас подвигло все-таки пойти и в общественную деятельность, и народным депутатом стать. Сейчас происходят не менее важные события, также фактически мирового масштаба. Что вы можете сказать молодому поколению, которое сейчас фактически идет в большой мир, и тоже происходят определенные события? Какой может быть какой-то маленький совет, как себя вести? Ну, это я попробую. На самом деле, конечно, я сейчас вот когда сравниваю, одно дело в 90-е годы, когда мне там было около 30 и чуть больше 30, и, ну, или когда разваливался Советский Союз, когда новая Россия, и то, что сейчас происходит в мире, и в частности с нашей страной, на самом деле при любых вот таких кризисах, это же не только какие-то изменения, какие-то серьезные подвижки, а на самом деле я уже неоднократно говорил, и я думаю, что об этом и вы слышали, это окно возможностей для молодежи. Вот мне кажется, сейчас как раз вот людям молодым надо серьезно думать, что делать дальше. Они должны понять, что просто сейчас сидеть и ждать, как о тебе будет беспокоиться там государство, американцы ли будут о тебе думать, там, или там итальянцы, да, или Россия. Не надо, или там Александр Сергеевич. На самом деле сейчас, по большому счету, молодежь должна думать о том, что будем делать дальше, что они могут сделать. В первую очередь, как им жить дальше. Вот это для них. Они должны, а мы, поколение, и власть, и общество, мы должны поддерживать этих людей. Мы должны им давать шанс. Шанс, чтобы они себя реализовывали. Должно быть большое количество предложений. Надо просто верить в молодежь, а они должны это доказывать. У них должно быть желание что-то изменить. Вот желание вам изменить то, что сейчас вам не нравится.